Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. А мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Также крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Поговорим сегодня о новости, важной для крымских татар. Меджлис крымско-татарского народа созывает конференцию делегатов Курултая 6-го созыва 12 ноября в Киеве. Как представительские органы крымских татар работают в условиях аннексии Крыма? Смогут ли делегаты Курултая посетить конференцию и зачем созывают делегатов? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Итак, согласно решению, которое опубликованному в Facebook, делегаты намерены обсудить ситуацию в Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях аннексии полуострова, а также выполнить постановление второй внеочередной сессии Курултая крымско-татарского народа 6-го созыва в Бахчисарае 29 марта 2014 года. Вот достаточно запутанные формулировки, особенно для непосвященных, и мы сейчас попытаемся понять, о чем же идет речь. И до эфира мы связались с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым и расспросили о решении провести вновь конференцию. Давайте послушаем господина Чубарова. Курултай 6-го созыва был избран в 2013 году. Первая сессия Курултая крымско-татарского народа 6-го созыва состоялась в конце октября 2013 года. И далее уже момент оккупации 29 марта 2014 года мы провели внеочередную сессию Курултая, и после этого у нас не было сессии Курултая. Речь не идет о созыве Курултая, речь идет о созыве конференции делегатов Курултая крымско-татарского народа. Поскольку в условиях временной оккупации Крыма мы не можем созвать сессию Курултая крымско-татарского народа, мы пригласили делегатов Курултая приехать в Киев на конференцию. И во время этой конференции делегаты рассмотрят несколько вопросов, в том числе два таких основополагающих про ситуацию в Крыму и задачи органов крымско-татарского национального самоуправления в условиях временной оккупации Крыма Российской Федерации. И второй вопрос о выполнении постановления второй внеочередной сессии Курултая крымско-татарского народа 6-го созыва от 29 как раз марта 2014 года про реализацию крымско-татарским народом права на самоопределение на своей исторической территории в Крыму. Соответственно, будут приняты и по этим вопросам, и по другим вопросам, которые сочтут необходимыми рассмотреть делегаты на конференции, будут приняты соответствующие решения. Но это будет решение не Курултая, а конференции делегатов Курултая. Знаем точно, что часть делегатов по разным причинам не смогут приехать, поэтому мы говорим о проведении конференции. Боимся мы или не боимся, что независимо от того, как мы называем наше мероприятие, у делегатов, которые приедут из Крыма, будут проблемы, но у кого в Крыму сейчас нет проблем, если этот человек занимает хотя бы какую-то мере, но самостоятельную жизненную позицию. Вот эта позиция главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Мы также расспросили его о том, какие решения необходимо принять о работе Курултая в условиях аннексии Крыма. Давайте послушаем его ответ. Если Крым не был бы оккупирован Российской Федерацией, то, что никто из нас не мог предусмотреть, когда мы составляли свои регламентные документы, выписывали внутренние процедуры Курултая, у нас не было специального такого раздела, скажем так, наша деятельность в условиях временной оккупации Крыма другими иностранными государствами. И, соответственно, наши сегодня действующие регламентные документы предусматривают о том, что через каждые 5 лет
апреле должны быть новые выборы делегатов Курултая крымско-татарского народа. И в нормальных условиях в этом году должны были состояться выборы делегатов Курултая крымско-татарского народа, и как раз вот в ноябре этого года должны были бы смениться полномочиями новоизбранные депутаты. В наших документах написано о том, что полномочия делегатов действующего созыва Курултая, полномочия слагаются на первой сессии новоизбранного Курултая крымско-татарского народа. Мы не можем созвать новоизбранную сессию, потому что мы не смогли, не то что не смогли, в условиях оккупированного Крыма выборы невозможны. Более того, они бы сразу преследовались в прямом смысле законами оккупационной власти. Соответственно, я предполагаю, что одно из действий, которое сделают делегаты действующего Курултая, они примут заявление, я предполагаю такое решение, но это за делегатами. Они примут заявление, которым они мотивируют тем, что не было возможности провести выборы и созвать новый Курултай, новоизбранный, и, соответственно, действующие делегаты продолжают исполнять свои полномочия или сохраняют свои полномочия до появления условий, при которых возможно будет проведение новых выборов и созыв сессии новоизбранных делегатов. Итак, вот такое вот мнение главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Сейчас же с нами на связи Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Доброе утро. Ну, в первую очередь, благодарю вас за то, что вышли с нами на связь. И у меня вот такой вот вопрос. Вот только что мы услышали мнение господина Чубарова о том, что теоретически во время конференции может быть принято решение делегатов о том, что они будут сохранять свои полномочия до момента, пока не изменится ситуация, которая позволит провести следующие выборы. Вот как для меня, как для человека, не знающего ни юридических, ни, возможно, каких-то традиционных основ функционирования Курултая, вы могли бы объяснить, есть ли вот какие-то там, условно говоря, юридические основания, которые бы позволили конференции сделать такое, принять такое решение? Ну, скажу так, что вообще, когда разрабатывали регламент, никто не мог себе представить, что завтра та страна, которая называет себя старшим братом, братским народом, еще как-то вдруг ворвется в Крым, вдруг все поменяет, начнется репрессии. Тогда об этом никто не знал, поэтому некоторых моментов в регламенте прописано не было. Но в соответствии с этим регламентом полномочия прекращаются лишь после того, как будет открыта первая сессия вновь избранного Курултая. Понятное дело, как и Рифат Чубаров говорил, сегодня здесь провести какие-то выборы делегатов Курултая, местных меджлисов невозможно, потому что, во-первых, и решение, и содействие в проведении данных выборов принимается меджлисом крымско-татарского народа. Сегодня в Крыму российскими судами меджлис запрещен, то есть пока не будет выполнено решение Международного суда ООН о том, чтобы в Крыму была возобновлена деятельность меджлиса, пока не будут созданы условия для честных, открытых выборов делегатов Курултая, говорить о том, что закончились полномочия этого состава, не приходится, и я думаю, что здесь просто будет подтверждено то, что участники, делегаты конференции заявят о том, что они продолжают свою работу, они не складывают в себя полномочий, то есть они готовы даже в таких условиях продолжить свою работу. Заир, я правильно вас понимаю, что в принципе даже вот теоретически продолжение, новые выборы, да, или проведение не конференции делегатов, а именно сессии Курултая, возможно, именно в условиях, скажем так,
того, чтобы деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на территории аннексированного или уже не аннексированного Крыма, в зависимости от того, как это будет происходить, будет разрешена наконец. Потому что я так понимаю, что пока что в Меджлисе и делегаты Курултая не рассматривают возможность там, проведения выборов, например, на территории материковой Украины. Ну, территория материковой Украины, она не даст такого количества делегатов, и это будет неправильно, если там десяток человек будут принимать решения по судьбе всего народа. То есть удаляясь от основной массы, да, от материнского ядра. Я понимаю, что и то решение, о котором мы говорили, да, что будет проводиться не сессия Курултая, а конференция. И оно связано с тем, что сегодня провести полноценную сессию просто невозможно, начиная с того, что для проведения сессии созывает Меджлисом, создается оргслужба, плюс, чтобы для проведения полноценной сессии нужен кворум свыше 2/3 от списочного состава делегатов. Этого сегодня сделать невозможно еще и по другой причине. Сегодня уже на делегатов Курултая крымско-татарского народа оказывается давление с силовиками. Их предупреждают о том, что в случае выезда на материк у них будут проблемы по возвращению. Я не исключаю, что будут у них проблемы и на выезде. Плюс среди делегатов ведется работа, что якобы такое понятие, как конференция, не заложено в регламенте, это противоречит всем этим нашим документам. Я хочу напомнить, что у нас проводились дважды конференции Курултая, это 24 ноября 1991 года проводился, и также 21 ноября 1998 года. То есть две конференции проводились. То есть, когда ситуация говорит о том, что нужно собраться с делегатами Курултая, обсудить те проблемы, которые есть у народа, но не позволяет время, не позволяют определенные условия, тогда проводятся вот такие вот конференции. Заир, а вот когда речь идет о кворуме, вот в своем видеообращении в Фейсбуке господин Чубаров заявил, что только небольшая группа делегатов среди избранных в 2013 году 248 человек вышла из Курултая после аннексии Крыма, и также, что среди членов Меджлиса также есть несколько человек, кто потерял членство из-за поддержки оккупации. Но вот цитирую: «Слава Богу, большинство делегатов Курултая и членов Меджлиса продолжают добросовестно выполнять свою миссию». Вот как много делегатов ожидается на конференции? Уже примерно можно сказать? Я боюсь, что все-таки их не будет для, скажем, того, чтобы, в количестве необходимом для проведения сессии. Поэтому и говорится речь о Курултае, вернее, о конференции Курултая. Не думаю я, что здесь будет 200 делегатов Курултая, потому что тот прессинг, который пошел, даже когда в прошлом году выезжали туда на материк делегаты, по возвращению у них были проблемы. У них были проблемы и у тех делегатов, которые в этом году выезжали. То есть, я еще раз говорю, что выедут те, кто не связан вообще абсолютно ни с каким бизнесом, тот, кто не связан с какой-то работой в государственных учреждениях бюджетных. Я же понимаю, что ни один учитель, ни один там врач не сможет выехать, потому что его не отпустят с работы, потому что ему жестко поставят условия. Выехал, потерял работу. А найти сегодня работу здесь практически уже для крымского татарина это такая большая проблема. А те, кто, скажем, самозанятые, страшный прессинг на бизнес, на бизнесменов. Поэтому мы все это понимаем, прогнозируем.
Что ж, Заир, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы только что беседовали с главой ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заиром Смедляевым. Буквально через минуту к нам присоединится член Меджлиса крымско-татарского народа и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Я же хочу напомнить нашим слушателям, что если у вас интересуют основные новости дня, если вы хотите услышать итоги дня, который прошел, то не пропустите наш вечерний эфир. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Мы же продолжаем говорить о конференции делегатов Курултая 6-го созыва. О решении провести ее 12 ноября в Киеве объявил Меджлис крымско-татарского народа. И вот сейчас у нас на связи член Меджлиса и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Эскендер, здравствуйте. Доброе утро. Вот мы уже слышали от господина Чубарова и от господина Смедляева о том, что это будет не сессия Курултая, а конференция делегатов Курултая. Вот вы могли бы рассказать нашим слушателям, чем отличаются эти две вещи? То есть, условно говоря, какие полномочия есть у конференции делегатов, какие решения она может принять, и насколько обязательны эти решения для выполняния крымскими татарами? Ну что, какая разница между конференцией и самим Курултаем, насколько я так понимаю, самой сессией, вернее, Курултая. Об этом достаточно подробно, я так понимаю, сейчас говорил и Заир Смедляев, председатель Центральной избирательной комиссии Курултая. Но здесь действительно есть разница в том, что сессия Курултая созывается, во-первых, принимает решение Меджлис не менее чем за месяц, соответственно, рассылается повестка дня. И сессия Курултая, она обязательно, чтобы она может состояться в том случае, когда присутствует 2/3 от списочного состава делегатов Курултая. В настоящее время мы инициируем проведение конференции Курултая. Это другая норма, которая подразумевает проведение конференции, в которой принимают участие как делегаты Курултая, так и могут принимать участие представители общественных организаций, гости, активисты национального движения и так далее. И относительно принятия решений, то конференция Курултая может принимать обращения, заявления, рекомендации для Меджлиса крымско-татарского народа и для крымско-татарского народа в целом, которые, соответственно, потом учитываются и Меджлисом, и эти рекомендации, соответственно, потом распространяются на крымско-татарский народ. Конечно, на конференции Курултая невозможно проводить такие вот чисто регламентные, процессы. Имеется в виду это избрание постоянных органов Курултая и, соответственно, их переизбрание. Поэтому в данном случае мы, понимая, что под тем давлением, под которым находятся и делегаты Курултая, и члены Меджлиса, и весь крымско-татарский народ, мы уже, и Заир Смедляев подтвердил все эти вещи, что к некоторым делегатам Курултая уже где-то косвенно намекнули в том, что если вы поедете, то можете не возвращаться на рабочие места, у вас будут реальные проблемы. Некоторым уже начинают предоставлять предостережения, а некоторым просто, как я уже говорил, намеками говорят о том, что у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому здесь вопрос заключается в том, что мы изначально инициируем конференцию Курултая только с той целью, чтобы обозначить и обсудить те реальные проблемы, которые сегодня возникли вокруг Крыма и вокруг крымско-татарского народа, для того, чтобы сделать определенные посылы для крымско-татарского народа, и, соответственно, принять ряд обращений, заявлений в международные организации. Сегодня ситуация назрела. Сегодня мы должны обозначить, на мой взгляд, один из важнейших вопросов, что мы крымско-татарский народ,
лишен права на демократические свободные выборы своих представительных институтов и лишен права на управление представительными институтами, что нарушает 18-19 статьи Декларации ООН о правах коренных народов. И таким образом привлечь внимание все международные организации к тому, что давление и дискриминация крымско-татарского народа продолжается. И с другой стороны, мы должны четко обозначить и обратиться к международным организациям, что крымско-татарский народ должен иметь право выбирать свои представительные органы. И оккупанты это право сегодня забирают. Эскандер, вот в частности и господин Чубаров, и в принципе в официальном объявлении говорится о том, что на повестке дня будет выполнение постановления второй внеочередной сессии Курултая крымско-татарского народа 6-го созыва о реализации крымско-татарским народом права на самоопределение на своей исторической территории в Крыму. Это звучит достаточно запутанно для человека, который не знаком с контекстом. Вы могли бы объяснить, что значит эта часть повестки дня? Что именно будет обсуждаться и какие решения могут быть приняты в связи с этим? Дело в том, что 29 марта 2014 года на последней сессии, которая смогла состояться, уже в оккупированном Крыму, было действительно Курултаем принято постановление о том, что крымско-татарский народ там активизирует или действует, начинает активную работу над процессами самоопределения крымско-татарского народа. Конечно же, моя субъективная позиция, потому что те, кто наблюдали за Курултаями, то те знают, кто как, соответственно, реагировал на все эти процессы. Я считаю, что крымско-татарский народ и меджлис крымско-татарского народа, мы на протяжении более чем 70 лет боремся за самоопределение крымско-татарского народа на своей родной земле. Эта борьба продолжается и сегодня. Поэтому в тех условиях, когда принималось решение, как раз-таки учитывая, что нарастал конфликт между двумя государствами, крымско-татарскому народу нужно было четко проявить свою субъектность и свою позицию в этом вопросе, что крымско-татарский народ имеет право и будет бороться за это право на самоопределение на родной земле. И поэтому актуальность этого вопроса остается. Кроме того, что в рамках этого вопроса мы видим, что из-за оккупации мы сталкиваемся с проблемами не только права на самоопределение, но и с проблемами вообще естественного права крымско-татарского народа и коллективного права крымских татар. И поэтому здесь мы и актуальность этого вопроса остается, и мы должны, опять же, в рамках этого вопроса поднимать те проблемы, которые существуют. И я еще раз повторюсь, как раз-таки в рамках этого постановления мы можем говорить и об принятии обращений и заявлений международной организации, проинформировать делегатов Курултая, международную общественность о состоянии дел Украины против Российской Федерации, где основным вопросом в том числе стоит и вопрос запрета меджлиса крымско-татарского народа. Ну и, соответственно, я, как делегат Курултая, буду инициировать вопрос все-таки обращения, к примеру, в национальные парламенты, в частности, в Сенат США о признании депортации актом геноцида и об обращении в ОБСЕ и другие организации по безопасности о том, что крымско-татарский народ лишен права на свободные, открытые, честные выборы. Что ж, Искандер, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с членом Меджлиса и председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа Искандером Бариевым. И у нас осталось буквально несколько минут, и к нашему разговору присоединяется директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Игорь, здравствуйте.
Добрый день. Благодарю, что связались с нами. И вот для тех слушателей, которые не сильно знакомы с крымско-татарской тематикой, вы могли бы рассказать о том, почему Курултай важен и делегация, точнее, конференция делегатов важна для деятельности представительных органов крымско-татарского народа? Ну, ви абсолютно сказали, що це представницький орган і, власне, лише Курултай формує виконавчий орган Меджліс, і лише Курултай може представляти інтереси кримських татар. На сьогоднішній момент, взагалі кримськотатарського народу в цілому, на сьогоднішній момент ми знаємо, що минає час, коли був обраний останній Курултай, відповідно необхідно підтвердити ці ключові позиції, які були сформульовані під час окупації, і це може зробити лише Курултай. В даному випадку його голос представників Курултаю є дуже важливим для підтвердження саме воли крымско-татарского народа. Игорь, а скажите, вот есть ли опасность в том, что речь идет все же о конференции делегатов Курултая? Насколько российская пропаганда будет использовать это для того, чтобы подорвать доверие к решениям, которые будут приняты в ноябре? Питання в тому, що, розумієте, це унікальна ситуація кримських татар полягає в тому, що кримський Курултай – це легітимний орган. Він навіть в форматі ранішому він не був легальним, але був завжди легітимним органом кримських татар. Відповідно, тут він має той авторитет, і його рішення мають той авторитет, який навряд чи може підірвати будь-яка окупаційна влада. Тобто це якраз і він спирається на цей авторитет, на цю легітимність в очах виборців. Что ж, Игорь, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с директором Центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосом. Темой нашего сегодняшнего эфира было созыв конференции делегатов Курултая 6-го созыва 12 ноября в Киеве. Об этом решении объявил Меджлис крымско-татарского народа. Собственно, это мы обсуждали в сегодняшнем эфире. В студии с вами был Александр Голубов. Это было радио Крым Реалии. Услышимся.